Ой, блин. Давно уже стараюсь записать это видео, но то текст криво напишу, то устав еще что-то. Ну, короче, сейчас я что делаю, это не сплю вторые сутки, чтобы вернуться в режим. Тупая затея, конечно, но что поделать. Срабатывало уже не раз. Драблерон. Всем привет, всех с наступающим. Сегодня я вам расскажу про одну замечательную игру, которую, на мой скромный взгляд, очень как-то преступно мало не рассказали и преступно плохо не отозвались игровые журналисты, которые по сути не умеют играть. Я эту игру проходил недолго, потому что мне не понравилась игровая механика. К сожалению, игры, где главная ставка делается на парирование, то есть главный герой вовремя должен нажимать кнопку блока для того, чтобы совершить контрудар, не нравится, не хочу, потому что все это по сраным таймингам. В общем, тайминги у Яйминги Виталика задушнили. Сразу скажу, они задушнили и меня. Ну, чтобы вы уже могли начать писать комментарии о том, как рукожоп не осилил. Это игра от компании Neowiz, у которой есть множество разных игр разной степени донатности и помоенности. В частности, на сайте компании Neowiz упоминается проект Cats and Soup. Кошки и суп. Ты, кстати, в нее играл. И мы даже ролик сделали. Дело в том, что в этой уникальной игре нужно было платить буквально за все, и там была реклама, и для того, чтобы убрать рекламу, нужно было занести компании кучу денег, но не только в рекламе был донат, там нужно было буквально все обеспечивать. А фишка-то в том, что это миленькая детская игрушечка, где ты просто строишь какие-то заводики для котиков, которые делают суп. Вы вообще видели, сколько за последнее время вышло в этом жанре проектов? Mortal Shell, Salt and Sanctuary, Wulong, лобби Star Wars Jedi для массовой аудитории, Remnant для тех, кто любит пострелять, Дилогия Neo, Blasphemous можно притянуть сюда, Surge, Death Gambit, Code Vein. И это все не беря в расчет самих авторов оригинальной концепции From Software, у которых теперь все проекты с душами сравнивают, даже Armored Core. Но сегодня у нас прям чистокровный продолжатель этого жанра, настолько дотошный, что иногда кажется, что разработчики тебе врут, как и главный герой. Я же лгать не намерен, нос у меня и так длинный, поэтому сейчас на Stop Game.ru я расскажу вам, насколько Lies of P похожа на Dark Souls. Начнем, пожалуй, с базы. Lies of P — это очередной Souls-like, то есть игра, похожая на игры, созданные великим мастером Хидетака Миядзаки. Разработчики из Round 8 не первые, кто вдохновились его творениями, прежде чем кинулись создавать свои. Таких уже целая когорта, и никому в пику это никогда особо не ставили. И предъявлять за плагиат конкретно данному Пиноккио казалось бы странно. И, как говорится, да, но нет. Ибо в то время как остальные авторы мастером лишь вдохновлялись, создавая пускай похожие по своему принципу, но самобытные проекты, в которых при использовании общих с соулс-лайками механик с сопутствующим переименованием всего на свете в новые названия, соответствующие сеттингу и лору, тем не менее каждый разработчик стремился привнести в данный поджанр игр что-нибудь свое. Так это о чем я конкретно? О том, что игровые журналисты, как правило, играют 2 часа, и строят свое мнение, и либо они много проигрывают, и потом уже от того, что они ненавидят игру, строят какое-то мнение об игре. То есть не умеют играть в эту игру, и они такие: окей, игра плохая. Но я собираюсь вот в данном случае развеять все вот эти их глупые мнения и суждения по данной игре. И если я тебя уже заинтриговал, то наливай чай, ставь лайк, комментарий, подписку, туда-сюда, и мы начинаем. Сегодня я вам расскажу про игру под названием Lies of P. Она еще не вышла, так сказать, в общий доступ, она еще не взломана. Это, скорее всего, большая причина того, что она не стала достоянием общественного внимания. Также ей не стали уделять должного внимания, потому как Ну вот эти вот три, например, вот этих вот известных игровых журналистов, они не имеют какое-то своего, личное мнение. Они как будто бы друг у друга подглядели, и непонятно, кто из них был первый. И они такие просто взяли и списали обзор вот так вот к себе.
Просто такие, один глупый игровой журналист сказал, игра через парирование, игра вся играется только через парирование, и поэтому плохая. Все, ты плохая игра, потому что я не сумел играть через парирование. Ну а потом мы доходим до босса. И вот босс нам говорит, у тебя как бы есть перекаты, но если ты захватываешь цель, ты только отпрыгиваешь. По-моему, так было в Bloodborne, я уже даже не хочу знать. Но вот эти вот отпрыжки и вообще уклонения, они помогают очень-очень частично и не являются главным ключиком к победе надо мной. А главный ключик к победе надо мной — это парирование. Да, атаки у первого босса, естественно, неторопливые. Да, он их так вот демонстративно показывает, но тебе с этим надо освоиться. И тебе надо принять тот факт, что окно для парирования небольшенькое, да. То есть ты должен в этот вот последний момент попасть. При этом босс тебя бьет очень и очень больно. Четкие идеальные парирования и блок. Но тут стандартная история, когда вот противник делает замах, и ты давай угадывай, будет он длиться полсекунды, секунду или полторы. Причем у одного босса может быть несколько разных ударов с похожим мувсетом, но разным временем подготовки. Ну вот подобного рода там все вот эти вот негативные отзывы об игре были. Также они игру, получается, обсирали из-за того, что она, получается, является жанра Souls-like, видите ли. Ну то есть, смотрите, давайте-ка я вам свою мысль донесу по этому поводу. Получается, Dark Souls уже вышел довольно-таки давно. Тут где-то сейчас дата выскочит. Первая, да, там, ну, все началось с Demon Souls, а потом Dark Souls трилогия, там, и какие-то вот уже более такие интересные ответвления этого жанра пошли от тех же фромов, такие как Sekiro, Bloodborne, Elden Ring. И, соответственно, по мере выхода этих вот игр, другие разработчики, подмечая интересную концепцию игровых механик, мира, темного фэнтези и тому прочее, вообще начали как бы делать почти то же самое. И иногда вообще конкретно то же самое. Соответственно, это уже, ну, идет какое-то продолжительное время, и я считаю, что устоялось и появился новый жанр, как Souls-like. Это то же самое, как, например, случилось с метроидваниями. Была Castlevania Симфония Ночи, был Супер Метроид, и они просто как бы похожи игровыми своими механиками, они просто их взяли и, ну, как бы сделали метроидванию. Вот. Тут то же самое, Souls-like, теперь это жанр. А эти глупые игровые журналисты обзывают, ну, Lies of P тем, что он является плагиатом. Тут опять же парирование, как в Sekiro, тут опять же костры, тут опять же души, тут опять же отравление в лужах, вот подобного рода всякие разные типа глупые докапывания, совершенно вот типа каких-то, ну, безумных мелочей. Это вот прям, например, как говорить, вот опять же стрельба, опять же лечение, опять же перезаряжать пистолет, оружие и так далее, опять же игра. Это вот, например, можно было бы совершенно к любой игре такие вот глупые какие-то докапывания, как бы это сказать, симбиотировать. Но тут уже, да, совершенно. Они как будто бы, эти вот игровые журналисты, совершенно не знали, до чего тут можно было бы докопаться, доебаться, так сказать. Собственно, совершенно неправы. Игра просто замечательная. Я игру прошел за 34 часа или 35, точно не помню. И даже успел поиграть в новой игре Плюс. И игра просто офигенная. То есть там такие интересные идеи есть в этой игре, которые как бы решают множество проблем в Souls-like жанре. Например, как неактуальность того или иного оружия и так далее. Но мы, короче, к этому еще вернемся. Первым делом, что хотелось бы подметить вот в данной игре, это сюжет. Он прям по-простому хорош. То есть тут нету такой вот глупой темы, как... Вот почему-то, когда люди делают Souls-like игру, они помимо вот игровых механик стараются еще копировать стиль повествования от Миядзаки, от фромов. То есть они начинают рассказывать сюжет игры какими-то загадками, намеками, описаниями предметов, вот это вот тому прочее. Это полная туфта и
хорош, устал уже таким, ну, не то чтобы, ну, типа, конечно, данный жанр это про геймплей, не про сюжет, но тут ребята из студии Round 8, они, кстати, из Кореи, они взяли и сюжет просто рассказывают тебе прямо, без всяких намеков, без всяких загадок. Прям прямым тебе роликом в начале игры рассказывают лор мира, в котором ты находишь. То, что вот люди в каком-то, ну, примерно 19 веке, в конце 19 века в какой-то экспедиции находят какие-то кристаллы и называют их эрго, они являются каким-то сильным источником энергии, и они решают их использовать в развитии человечества. Собственно, этим занимаются 3, так сказать, ведущих специалиста разных отраслей: алхимик Симон, технарь Винини и мастер марионеток Джепет. Коротко говоря, скажу, что Симон, он занимался непосредственно изучением только лишь этих эрго-кристаллов, и он хотел, точнее, он пришел к выводу того, что эти эрго-кристаллы, помимо того, что они являются сильным источником энергии, могут еще и развить человеческие способности и поднять вообще в физическом плане человека на порядок выше, чем он есть сейчас. Технарь Винини — это, по сути, Тони Старк, такой весь богатый филантроп, гений, создал множество вещей на основе этих эрго-кристаллов, дал электричество людям, дал транспорты, дал какие-то прикольные устройства, и в общем он делал все для людей. Но самое главное, он построил фабрику по изготовлению марионеток в массовых таких производствах, что прям по всему миру. Ну и, соответственно, Джепетто, тоже своего рода Тони Старк, гений, богатый, но называть его филантропом не стал бы, потому что он такой старик, больше замкнутый, не особо ни с кем не общается, но все-таки уважение и любовь народа имеет. И он является приемным отцом Пиноккио, главного героя. Тут его зовут просто Пи. Итак, далее. Вместе с Винини, Джепетто, вот они вдвоем создают основной протокол, чтобы марионетки следовали определенным правилам. Это как законы робототехники Айзека Азимова. То есть, первое. Марионетки должны всегда выполнять приказы своего хозяина. Что-то в этом роде было. Марионетки не могут лгать. Марионетки не должны навредить людям, не могут нападать на людей. И что-то еще было, точно не помню. Ну и в общем, как-то так. Ну, идею поняли, да, какая там. В общем, этот основной протокол был создан для того, чтобы защитить людей от каких-то таких вот казусных моментов. Собственно, все было бы, конечно, хорошо, но через какое-то время марионетки начали потихоньку сходить с ума. В какой-то определенный момент у тех или иных марионеток редко бывали случаи, когда у них проявлялось эго, то есть было пробуждение какой-то некой личности, и та или иная марионетка могла мыслить, осознавать себя как человек и какие-то свои определенные действия на основе каких-то своих импульсов, эмоций. Соответственно, был основан на этой теме организация, которая именуется гвардейцами. И эти гвардейцы состояли из бастардов высших слоев общества. И они были нацелены на то, чтобы устранять вот подобных дефективных марионеток, потому как они, помимо того, что не выполняли иногда приказы своих хозяев, то есть они уже в обход основного протокола шли, и они могли навредить людям, и, соответственно, это и случалось, типа, люди умирали иногда. И, в общем, эти гвардейцы мощные чувачки, типа, ловкие, сильные, там, имеют крутое вооружение, соответственно, они выглядели по-интересному. И вот мусорщики, давайте-ка вот поговорим о них, а потом уже раскрою всю эту тему насчет сталкеров. Мусорщики — это уже чисто универсамовские, так сказать, люди из народа. Сильные, крутые чувачки, чисто из гетто, из подворотней, но их объединяют совершенно другие вещи. Они просто ненавидят марионеток. Они не любят их вообще наличие в обществе, и при любом удобном случае старается, ну, если что, уничтожить как можно больше этих марионеток. Стоит еще рассказать такую тему, то что эти вот ребята, гвардейцы и мусорщики, они их всех вот объединенно как бы называли сталкерами или что-то в этом роде. Они все почему-то носили маски животных.
сильнейшие, они могли одевать те маски, которые они сами выбирают. Например, там, скажем, собаки, кошки, лисы, зайца, там, еще кого-нибудь. Вот. Какими бы они крутыми не были, они не были готовы к тому, что те марионетки разом, кто имел основной протокол, вдруг возьмут и сойдут с ума. Просто все впали в безумие, в городе воцарился хаос, марионетки вдруг начали неистово, жестко убивать людей, похватали первое, что у них оказалось под руками, и просто начали забивать женщин, мужчин, стариков и детей, просто с такой лютой ненавистью, что аж стрёмно становится. И в этот момент событий мы примерно просыпаемся. Игра начинается с того, что некий сгусток энергии в виде бабочки пробуждает Пиноккио, и он слышит голос девушки, которая дает ему указания. И тут вначале, кстати, ты выбираешь, каким классом начнешь. Силач, ловкач и маг, грубо говоря. Но я так скажу, что этот выбор, он имеет влияние лишь только в начале. А потом уже ты сможешь как-то совершенно повернуть этот билд в иную сторону. Да и имея, например, только лишь билд в сторону ловкость, ты все равно сможешь носить оружие, например, заточенное под силу. Насчет этого я объясню чуть попозже, прям очень подробно, почему это так работает там прочее, и почему это очень хорошо. Но в данный момент я также поясню о том, что пока мы не начали говорить о геймплее полностью, я затрону такой момент, что сюжетная игра и геймплейная, они прям очень хорошо сочетаются в том плане, что они геймплейные механики очень хорошо объясняют сюжетными штуками. Например, то, что раз уж у нас тут Souls-like, тут есть, соответственно, души, так сказать. Ну, души. Тут это энергия эрго-кристалла. Это, получается, энергия, которая впитывает в себя сердце главного героя. У него специально такая штука, которая имеет такую способность, как впитывание этой всей энергии эрго. И потом в дальнейшем выяснится, что эта способность этого сердца, делать такие вещи, будет иметь очень даже такую большую роль. Что еще прикольно так? Это механика именно лжи и то, как она вообще влияет на игру в том или ином плане. На самом деле, не так, чтобы сильно в плане геймплея, она как-то меняет, но по ощущениям и того, что происходит, потому как ты ощущаешь игру в дальнейшем, потому как сюжет здесь в течение всего прогресса геймплея очень хорошо подается в том плане, что с тобой еще есть лампа, в которой сидит Джимини. Это, сверчок Джимини, но он тут больше как та же самая марионетка, но просто чисто лампа, и которая дает советы, Пиноккио. И он говорит те или иные вещи после тех или иных событий. Например, ты встаешь перед каким-то выбором моральным. Ты помогаешь или не помогаешь, и, соответственно, потом Джимини скажет те или иные вещи по итогу твоего выбора. И, соответственно, он делает это таким образом, что главный герой потом, и, соответственно, сам игрок задается вопросом, а поступил ли я правильно вообще и так далее. Это все повлияет в конце игры, конечно же. Но не так, чтобы сильно. Тут просто заключается загвоздка в том, что иногда непонятно, стоит ли врать главному герою, или же все-таки быть хорошим мальчиком, так сказать, и не врать вовсе никогда. И это тут очень даже интересно все в этом плане. Теперь давайте поговорим насчет вооружения. Потом про боевку поговорим. Боевка самое важное. Насчет вооружения. Оружия в этой игре очень много. Очень много. И самое, что прикольно во всем этом, то, что все оружие в данной игре, оно разбирается и собирается. То есть оружие у тебя делится на рукоятку и лезвие. Соответственно, ты сможешь собрать такое оружие, о котором ты даже мечтать не мог, так сказать. Например, я начинал с рапирой и потом нашел топор. Я взял рукоятку топора и приделал к нему лезвие рапиры. И, соответственно, он начал им, на режущими ударами бить, не колющими. Соответственно, рукоятка от рапиры и топор, он стал им тыкать. Но там есть более удачные, хорошие выборы в этом плане. Ты сможешь себе собрать прямо имба оружие. Также рукоятки оружия, они являются именно
той составной частью, которая отвечает за скейл по характеристикам. То есть ты улучшаешь только лезвие оружия, если ты будешь улучшать оружие, а сама рукоятка, она останется той, которой она была. Соответственно, например, ты прокачаешь свое изначальное оружие лезвием на 10, ты найдешь какое-то другое оружие с какой-то новой рукояткой, разберешь его, поставишь себе рукоятку, оставишь туда вот лезвие, и у тебя уже с новым мувсетом останется или увеличится урон, и, соответственно, эффективность и скорость атаки оружия тоже изменится. Соответственно, от этого актуальность той или иной пушки новой, которую ты находишь по протяжении всей игры, она не теряется вовсе. Я перепробовал все оружие, которое там есть, и просто офигенно. Такого я не встречал вообще, типа вот в играх вот данного жанра Souls-like. То есть, как обычно, как у меня вот происходит. Ты берешь оружие какое-нибудь, обычно это начальное оружие там, и максимально его прокачиваешь. И потом ты уже не видишь смысла прокачивать какое-то новое оружие, потому что ресурсы для тебя, важны только для прокачки вот этого вот основного оружия. Или ты не хочешь тратить ресурсы в плане душ просто, да, вот банально, на это оружие какое-то новое, нежели чем на старое или на поднятие характеристик. Поэтому билды те или иные всегда заканчивались тем, что ты бегаешь с каким-то одним определенным оружием. И все. Но в данной игре ты вот в любой момент прохождения сможешь себе сделать офигенное оружие из совершенно новенького этого. И доступность прокачки оружия очень приятно сказывается на этом плане. Тут даже есть способность, точнее, тут даже есть возможность сбросить характеристику прокачки главного героя, не именно в характеристиках, имеется в виду ловкость и прочее, а именно в навыках сердца Пи. Тут очень много есть возможностей прокачки. Ты также прокачиваешь сердце главного героя, используя кварц. Он начнет прокачиваться в такой теме, как увеличение фляг Эстуса, увеличенный урон по ошеломленным врагам, двойное уклонение и так далее. Там очень много всяких разных вариантов возможностей прокачки. И если тебе что-то вдруг не понравится, ты просто берешь и скидываешь возможности этой прокачки с помощью денежного дерева. Там оно появится потом. В общем, будет понятно, когда дойдете до этого момента. Игра очень вариативна в этом плане и дает возможность тебе хоть как угодно прокачаться совершенно. И никак тебя, не наказывают за то, что ты прокачался какой-то совершенно ущербный билд. Тут нет конкретно какой-то меты. Ты можешь играть и с парированием, и только уклонениями, или блоком. Кстати, раз уж мы зашли к этому, то давайте поговорим про боевую систему. В игре есть легкие удары, сильные удары, уклонение, блокирование, парирование, ошеломление врага, смертельные удары, способности удара руки легиона, способности удара рукоятки оружия и клинка оружия. Очень много возможностей в боевой системе. И теперь давайте вспомним слова игровых журналистов, которые ныли о том, что в этой игре играется все только через парирование. Просто смешно. Так, я сейчас подойду. Я вернулся. И, в общем, давайте так скажу. Благодаря всему вышеперечисленному, что я сказал, данная игра тебе дает возможность играть как тебе хочется. Именно в том плане, что играть через парирование, играть через уклонение, у тебя есть эта возможность. Это не как Sekiro, на которое все время вот игражуры делают отсылку, говоря, что все играется через парирование. Давайте вот разберем, что такое Sekiro. Sekiro — это игра про то, чтобы наносить смертельные удары. У каждого врага и босса в Sekiro имеется шкала выносливости. Оно восполняется куда быстрее, когда ты делаешь парирование. А в обычных ударах не то чтобы вот шкала выносливости восполняется медленно, а также и ХП очень медленно убывает. Поэтому ты делаешь все время упор на парирование, потому что это эффективно. Теперь давайте посмотрим на Lies of P. В Lies of P парирование тебе необходимо для того, чтобы спастись от тех или иных атак, особенности от особых атак, чтобы, не получить урона, а не для того, чтобы убить врага. Да, если освоишь эту механику парирования, то да, ты будешь иметь большое преимущество в этой игре. Но многие игроки, которые играют в эту игру, и я непосредственно, как я начинал,
на первых уровнях в данной игре, я играл через уклонение. Потом уже начал думать, что стоит пойти через парирование, потому что оно было эффективным. Но я чувствовал себя комфортно и без этого самого парирования в данной игре. Вот и все. В этом вся разница между Sekiro и Lies of P. Lies of P у тебя достаточно урона для того, чтобы убить врага обычными ударами, или сильными, или еще какими-то другими способностями. А в Sekiro же это не так. Там придется прям реально ковырять врага без смертельных ударов. Это просто ужас какой-то. Там поэтому все и делается упор на парирование. Ну и потому что это там красиво выглядит. Здесь тоже, конечно, красиво, но никак не обязывает совершенно. Теперь подведем итоги вообще по самой игре. Игра довольно-таки скилл-зависима. В том плане, что я допускаю, что новички в данном жанре могут, ну именно жанр Souls-like, могут задушиться в этой игре. Но игра сама по себе настолько качественно и хорошо сделано, что, возможно, это не случится так быстро, как, например, это, возможно, случилось бы в других играх данного жанра. В этой игре, в плане качества я имею в виду, она хорошо оптимизирована. Вообще ни одного лага и тормозов не встретил в этой игре. Нету багов совершенно, что вообще удивительно для 2023 года. Также в плане музыки и звука, тут все просто на высоте. Атмосфера держится прям офигенная. Сам город, Крат этот и все, что вот происходит в игре, она имеет свой уникальный вот этот вот какой-то стиль в том плане, что когда ты смотришь на эту игру через призму того, что это вся как бы измененная история Пиноккио, и также то, что игра тебя не оставляет без целей, тебе говорят, куда идти, именно те или иные NPC. Маркеров никаких нет, соответственно. Слава богу. Это бы совершенно как-то в нарративном плане и мироощущении портило бы все, я считаю. Ты просто идешь по неизведанным тем или иным локациям, и это, ну, как бы хорошо. Тут, конечно, можно было бы сказать то, что именно в минусы перечислить те моменты, что нет каких-то необязательных локаций. Вот об этом, к примеру, говорили ребята из Top Game. Докапывание номер 1. А не слишком ли много чужого? Это не то чтобы проблема, но как-то настолько порой от фромовских проектов прямого заимствования я вижу, что создается впечатление, будто разработчики из NeoVis и Round 8 исходный код Dark Souls с серверов стырили и довольны. Докапывание номер 2.1. Нет опциональных локаций. В самой первой Dark Souls со старта ты мог пойти в Андетбург или же в руины Нью-Лонда. Там бы тебя, конечно, трахнули, но ты мог это сделать. Пути, по которым в одну локацию можно было попасть с разных концов. Во второй части вообще ты 4 великие души мог в любом порядке собрать. Вот эти все диаграммы, которые люди строили и показывали другим игрокам, как, чего и где надо было брать в каком порядке, всего этого в Lies of P не будет. Они вот, кстати, вот тут как-то шизоидно поступили в том плане, что они ругали игру в том, что она слишком похожа на Dark Souls, а потом ругались за то, что она не похожа на Dark Souls. Именно хотя бы вот, ну, в плане локации. Она довольно-таки прямая, эта игра. То есть ты проходишь одну локацию, тебе сразу же после босса дают какой-то путь, через который открывается другая локация, ты там оказываешься и так далее. Иногда ты идешь через безопасный хаб, отель Крат, и ты оказываешься на других локациях и так далее. То есть она довольно-таки прямая в этом смысле. И то, что нет каких-то необязательных локаций, в которых есть какой-нибудь необязательный крутой большой босс. Это да, это, конечно, плохо. Но в общем и в целом игра хорошая. Рекомендую прохождению. Хотя бы ради того, чтобы прикоснуться к одному из самых качественных продуктов 2023 года и к одному из самых лучших игр в жанре Souls-like. Это да. Ну и также стоит подытожить тот момент, что не слушайте мнений людей, которые зарабатывают на том, что они должны высказать свое мнение. Скажем, по той или иной игре. То есть не смотрите, вот в этом году вышло очень много игр.
2023. И вот эти вот ребята, игровые журналисты, должны по каждой игре своевременно высказать какое-то определенное мнение. И так как к выходу Lies of P, к его дате выхода, приходилось множество игр, там, по-моему, и Starfield рядом находился, еще какие-то игры, они просто вот реально как можно быстрее сыграли в эту игру, и в торопях максимально, просто не разбираясь в ней хорошенько, высрали какое-то совершенно глупое мнение о том, что игра плохая. Просто вот как бы вот тяп-ляп сказали и да, все. Вот вам наше мнение, как бы отвяжитесь от нас. Старайтесь найти вот мнение людей, которые вот просто получают удовольствие от прохождения той или иной игры. Я вот, к примеру, обзор по данной игре выпустил сейчас, а не тогда, там, скажем, когда это вот было необходимо, то есть момент хайпа по этой игре. Хотя даже не так скажу. Ну, я просто не зарабатываю на этом. Это просто мое хобби. И всех с наступающим Новым годом. Также буду вас рад видеть на прямых трансляциях здесь на Ютубе и на Твиче. И также переходите в закрепленные комментарии на мой телеграм-канал. И на этом все. Возможно, еще выйдет какое-нибудь видео в этом году. Но если же нет, то желаю вам всем всего хорошего. Наконец-то этот ублюдский год кончается, 2023. Надеюсь, 2024 будет получше, чем этот год. Ну, в том смысле, что он был плох именно в глобальных каких-то событиях и так далее. Ну, короче, каждый год он сложный. И надеюсь, что следующий год будет легче. Ну все. Всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока. Вы не можете принести следующие предметы. Все коллекционные предметы, кроме пластинок, коробки с припасами крата, предметы из коллекции Винини. О, новая игра плюс. Реально техно-нуар. Да. Вообще изначально кажется, как будто бы игра чисто про стимпанк и что-то в этом роде, но на самом деле игра немного иного толка совершенно. Ну как? О, рука есть. И что, оружие тоже? О, да ладно. О, вот так. Они завезли новую игру плюс прям. О, 6-я фаза появилась. Ни хера себе. 6-я фаза, пацаны. О, это, конечно, мощно. Не, ну вот чего не ожидал, так это вот этого, серьезно. Они еще и, блин. У-ху-ху-ху. Так, оружие все есть. Все оружие. Ты просто представь. Блин, все оружие есть. Так, давайте посмотрим, в чем отличие будет. Насколько сложно будет это все. Позырим. Чуть не умер. Да. Я как прислал командующего кварц. Найс. Неплохо. Блин. Классно. Ну что за дерьмо? Она просто вылетела. Fatal Error там вышел. Сообщение. Фатальный эррор. Ну, игра прям такая сказала, ты хватит. Ты чё, сука, хватит играть. Ты и так не прошел.